В этом году вступают новые правила сдачи экзаменов по вождению. Так теперь будущим водителям не придется сдавать площадку. Также они не будут знать заранее свой маршрут, как это сейчас происходит. Изменения коснутся и сдачи теоретического экзамена. Дмитрий Тымыров готов рассказать. Здравствуйте, коллеги. Теперь, чтобы получить водительские права, не нужно будет сдавать практические экзамены на площадке. С этого года он будет отменен. Элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением, но это коснется не всех. Основные изменения исключают прием экзамена на закрытой площадке для категорий Б, С и Д. Такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве, будут проводиться на закрытых территориях, а проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью уже в городе. Изменится и маршруты экзамена. Они будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас. Маршруты будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Экзаменатор будет сам выбирать направление движения. Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата водителей навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территории закрытых площадок в условиях дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволяет определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки, отметила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк. Также планируется уйти от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Сейчас существует 5 штрафных баллов. Если кандидат водитель их наберет, то экзамен будет не сдан. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что механизм аннулирования результатов экзаменов позволит отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. Изменения коснутся также и теоретического экзамена. Так планируется расширить теоретические задачи в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения. Будут добавлены вопросы по основам психологии, отдельный блок затронет вопросы по медицине. Изменится и процедура оценки теоретического экзамена и время его продолжительности. Нововведения в теоретической части экзамена пока находятся в проработке. Они будут закреплены в административном регламенте, который готовит ГИБДД России. Все эти нововведения, согласно постановлению правительства, вступит в силу с 1 октября этого года. На этом у меня все. Спасибо, Дима.